Словении ученик средней школы напал с ножом на свою одноклассницу. Приветствую вас на канале Slovenia с Helga White, и мы сегодня обсудим эту и другие новости Словении. Ученица, ставшая свидетельницей инцидента, рассказала: она находилась вместе с одноклассниками в классе, когда внезапно услышала громкие крики в коридоре. Крики были как в фильме ужасов. Учитель сразу же вышел в коридор, чтобы проверить ситуацию, и увидел лежащую на полу раненую девочку. У первокурсницы были ножевые ранения на лице и спине. Испуганные ученики заперлись в классе и стали ждать помощи. В считанные минуты на место происшествия прибыла полиция и скорая помощь. Слава богу, девочка осталась жива. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. В настоящее время проводится расследование и мотивы выясняются. В Словении подтвердили трагическую новость. 44-летняя словенка умерла в Турции после проведения косметической операции. Женщина отправилась в Турцию, чтобы пройти эстетические процедуры, включая липосакцию, воспользовавшись выгодным предложением от турецкой клиники. После операции ее состояние резко ухудшилось. Начались серьезные кровотечения, и она пыталась вызвать помощь. Связь с представителями клиники проходила через посредников, которые утверждали, что неприятные симптомы – это нормальная часть восстановления. Женщина скончалась в турецкой больнице в начале января. Тело уже перевезли в Словению, где в Институте судебной медицины в Любляне провели обдукцию, чтобы точно установить причины смерти. Случай получил широкий резонанс в Словении и выявляет проблемы медицинского туризма. К сожалению, русскоговорящие мигрантки также предпочитают очень часто летать к себе на родину за получением медицинских и эстетических услуг. Недавно пришла новость из соседней Италии, где русскоговорящая блогерка полетела на зимние праздники в Москву за услугой по увеличению ягодиц. К сожалению, девушка скончалась после неправильно проведенной операции. У нее осталась сиротой 8-летняя дочь. Словения выступила с официальной позицией по ситуации в Венесуэле. Правительство Словении призывает к деэскалации конфликта и соблюдению международного права. Словения также напомнила, что она из-за нарушений не признала выборы в Венесуэле в 2024 году, когда в очередной раз был переизбран Николас Мадуро. Тем временем младший сын Дональда Трампа, 19-летний барон Трамп, ходит на курсы произношения, чтобы избавиться от своего словенского акцента. Словенский акцент он перенял от своей матери, от первой леди США Мелании Трамп. Видимо, именно из-за словенского акцента барон редко появляется и говорит на публике. Надеюсь, что эти курсы помогут барону, и мы сможем чаще видеть и слышать его в публичном поле. Кстати, теоретически он может стать преемником Трампа или, например, стать президентом Словении. Союзники Украины в Париже обсудили возможные будущие меры безопасности в Украине на случай прекращения огня. Роберт Галлоп заявил, что Словения может отправить своих военных в Украину только в составе официальной миротворческой миссии под эгидой Организации Объединенных Наций. Это означает, что словенские солдаты не будут действовать самостоятельно и не примут участие в боевых действиях. Их работа ограничится задачами в рамках международного мандата ООН, направленного на поддержание мира и безопасности. Напомню, что в Словении нет обязательной военной службы, но это правда пока. Например, в соседней Хорватии возвращается обязательная военная служба. После 17-летнего перерыва хорватский парламент принял закон, который вводит обязательную военную службу с начала 2026 года. Это означает, что молодые хорватские мужчины будут в обязательном порядке проходить военную подготовку. Очень надеюсь, что Словения не последует этому примеру. В Словении растет количество детей, обучающихся на дому. В этом учебном году в Словении 602 ученика учатся дома онлайн. В прошлом году была принята поправка к закону о начальной школе. Она обязывает детей на домашнем обучении сдавать экзамены по всем предметам, как их сверстники в обычной школе, и достигать эквивалентного уровня знаний. И вот скандальный случай привлек внимание общественности. Речь идет о 13-летней девочке и ее 11-летнем брате, которые не ходили в школу и обучались в американской школе, не лицензированной в Словении, на дому.
В итоге при проверке знаний выяснилось, что знания девочки соответствуют 4 классу вместо 7, а знания ее брата соответствуют 1 вместо 5. В итоге из-за таких результатов было принято решение изъять этих детей у родителей. Так что у славянских школьников появилась дополнительная мотивация хорошо учиться. Будешь плохо учиться — отправишься в детский дом. Правительство Словении считает, что многие асоциальные семьи прикрываются онлайн-обучением, чтобы не отправлять своих детей в школу. В Словении вступил в силу новый закон о защите животных. Теперь кастрация поросят без анестезии запрещена. Раньше такую процедуру можно было проводить в первые дни жизни животных без обезболивания. Теперь это недопустимо. Даже самым маленьким поросятам обязаны делать анестезию и давать препараты от боли. Чтобы помочь фермерам перейти на безболезненную кастрацию, правительство Словении выделило почти 3 миллиона евро на обезболивающие. В Словении ужесточают правила для громких автомобилей. Громкие автомобили и переделанные выхлопы мешают людям и вредят здоровью. В 2026 году новые машины должны соответствовать еще более жестким нормам. За нарушение правил водителям грозит штраф до 400 евро. Если вы не знали, то самая известная мировая компания по выпуску тюнинговых выхлопных систем Акрапович находится именно в Словении. По-словенски фамилия звучит как Акрапович. Праздничную Любляну в декабре посетило около 1 миллиона туристов. Из этого миллиона примерно 200 тысяч человек остались ночевать в разных гостиницах города. Около 100 тысяч человек отмечали Новый год в центре Любляны, и я среди них. Друзья, а если вы планируете переехать в Словению и также посетить Любляну, и вам необходима помощь в оформлении всех необходимых документов, а также помощь в поиске жилья, смело пишите в личку моего телеграма. И традиционно в конце новости погоды от Алисы. Алиса, какая погода будет в Любляне в понедельник? В Любляне в понедельник от -9 до +2, пасмурно, без осадков. Спасибо, Алиса. Ребята, подписывайтесь и ставьте лайки. Друзья, на этом мои новости подошли к концу. Подписывайтесь и ставьте лайки. Пока-пока, до новых встреч!